Это новости экономики в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Миргуяна Иванова. Порядка 80% продающейся в России минеральной воды не соответствует своему названию на этикетке. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что тема борьбы с контрафактом, в том числе на рынке минеральной воды, находится на контроле Совета Федерации. Роспатент лишил лицензии более 30 компаний. Роспотребнадзор анализирует ситуацию и готовится решение о маркировке продукции. Ранее Роспотребнадзор направил Минпромторг предложение о маркировке минеральной воды в России для предотвращения производства и оборота контрафактной продукции в стране. В России сейчас идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы вспышки, а также 5 групп изделий легкой промышленности. Годовой оборот контрафактных люксовых товаров в России превысил легальный сегмент рынка почти на 13%. Согласно подсчетам, объем продаж реплик люксовых брендов достигает 280 миллиардов рублей в год. Основными каналами сбыта контрафакта с долями 40% и 30% выступают торговые центры и вещевые рынки. Около 84 миллиардов рублей при этом приходится на онлайн-торговлю поддельными люксовыми товарами. Из них 25 миллиардов рублей – это продажи через социальные сети и маркетплейсы. Участников рынка обращения с мусором в России могут освободить от налога на добавленную стоимость. Вице-премьер Российской Федерации Алексей Гордеев поручил Минфину, Минприроды и Федеральной антимонопольной службе рассмотреть возможность освободить все услуги по работе с коммунальным мусором от НДС. Помимо этого, Минтрансу России дополнительно поручено проработать вопрос об освобождении специализированных транспортных средств, мусоровозов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, и представить соответствующие предложения. Что касается организаций здравоохранения, образования, а также региональных театров и музеев, то они в скором времени могут рассчитывать на бессрочное обнуление ставки по налогу на прибыль. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении уже на этой неделе. Согласно правительственной инициативе, нулевая ставка по налогу на прибыль устанавливается в отношении доходов, получаемых региональными или муниципальными музеями, театрами и библиотеками. Кроме того, на постоянной основе продлено действие налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0% для организаций, осуществляющих образовательную или медицинскую деятельность, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. Ученые из России, Германии и Южной Кореи обнаружили новые механические свойства алмазов, добываемых в Попегайском кратере Якутии, и доказали, что они имеют максимальную способность сопротивляться всестороннему сжатию. Открытие свойства позволят использовать эти алмазы в квантовой физике, лазерных технологиях и других областях, где недопустимы погрешности. Ученые изучили структуру и механические свойства импактных алмазов месторождения скальное, то есть алмазов, образованных в результате геологических процессов, и сравнили их свойства с аналогами. Выяснилось, что попегайские алмазы имеют более высокий модуль объемной упругости, то есть способность противостоять сжатию, чем другие модификации этого минерала. Отметим, что попегайская астроблема – это метеоритный кратер, расположенный в Сибири в бассейне реки Попегай, который образовался примерно 35 миллионов лет назад. Его диаметр приблизительно 1100 километров. Это 4-й по величине кратер в мире. Одно только месторождение скальное содержит в себе больше алмазов, чем все кимберлитовые месторождения мира. Компания «Алроса» во втором квартале погасила $300 миллионов краткосрочного долга и еще рефинансировала $300 миллионов. Таким образом, краткосрочный долг, составляющий $600 миллионов, полностью урегулирован. ВТБ планирует в 2019 году увеличить закупки золота у недропользователей Якутии на 8,7% или до 12 миллионов тонн. По информации агентства, на подготовку к промышленному сезону 2019 года ВТБ предоставил средним и малым золотодобытчикам региона финансирование в размере 2 миллиардов рублей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.